Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 21 сентября 2024 года, 70-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 19 часов 6 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 6 минут по городу Джахару. И у нас сегодня стрим на русском языке. Стрим у нас вещается на странице, официальной странице Президиума правительства, в ТикТок, в Телеграм и в YouTube-канале, и в ТикТок у нас вещается еще одновременно. Все, кто захочет принять участие непосредственно в нашем сегодняшнем стриме, могут зайти на Телеграм-канал, и там вы можете сами принять участие, поднять руку, вас включат, и вы сможете задать вопросы. Все остальные можете писать в чат, в YouTube, в ТикТок, я буду зачитывать комментарии, ваши комментарии. Напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков и заботьтесь о своей безопасности. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь. Аят, я вас приветствую. Вам слово. Я тоже всех приветствую. Добрый вечер, дорогие друзья, все участники нашего стрима. Мы постараемся с точки зрения нашего, скажем, канала и с точки зрения нашей республики, Чеченской Республики, которая оккупирована, на этой основе постараемся поговорить и сказать свою позицию, прежде сказав о том, что происходит в мире и какое место мы занимаем в этом вопросе, что нам делать. Вот за последние 2-3 дня очень много информации появилось, скажем, в мире, разные политики, Америка, Европа, ну, естественно, Украина, Россия. И мы еще, наши люди, которые участвуют в этих процессах, много вопросов возникает. Всегда каждый раз кажется, что-то изменится. Но в целом, если так рассуждать, измениться неожиданно может, конечно, это бывает иногда, но, по крайней мере, как мы видим сейчас, этого нет. Вот если говорить сейчас о том, сейчас главный вопрос, это вопрос войны, мира или, скорее всего, изгнания Российской империи с территории Украины, который мы тоже ожидаем, в связи с тем, что победа Украины только может сейчас дать нам возможность решать и проблему деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, Грузии и других территорий, которые захватила Россия. Но в то же время мы видим с вами упорно все больше и больше. Помнится, мне и раньше был этого мнения, что Украина должна освободиться, а речь о том, что она Россию развалится или развалит, об этом, как мы видим, не идет. Ни в самой Америке, ни на Западе этой речи нету. Почему нету? Главным образом, потому что Америка и Европа, они нацелены на то, чтобы не оставить себя в едином, так сказать, поле противодействия стремительно нарастающей экономикой и военной возможности Китая, который все хочет доминировать во всем мире. И если Россия развалится, как они говорят, на 20 или 90 республик, то все, уничтожится, и все пойдет на прах. И тогда Китай, он на весь мир так распространится. Вот эта задача стоит в первую очередь у них. И в то же время они хотят, чтобы Россия ослабла. Поэтому это развитие, скажем, развитие и продолжение этой войны, выдача, как говорится, возможности, скажем, Запада и Америки и других стран по чуть-чуть, как говорят украинцы, давать им
вооружения, снарядов. Мол, это связано с тем, ну, разные точки зрения, что вот они хотят, чтобы Украина не была мощной, чтобы она была слабой. Вот эти вот вещи, я не знаю, вот сейчас на телеграм-канале слышно меня? Если кто-то слышит, скажите, что да. Звук выключай. Я выключил звук, они меня, наверное, слышат, так? Да, я свой вот выключил, да. Если я свой микрофон выключил, они слышат меня, надеюсь, да? То есть свой диктофон, если я выключил. Микрофон, да. Нет, если выключаешь микрофон, тебя не слышно. Тебя не слышно. Тогда ты выключи свой этот микрофон там, а то звук идет, эхо идет. Понимаете, вот слышно там, да, вот у тебя, когда я говорю. Ну, одним словом, этот вопрос, он стоит. Аслан, видимо, у тебя все. Мой Да? микрофон и вот шум. У меня все выключено. Вот сейчас нет, да, это ты. В общем, одним словом, ситуация так сейчас закручивается в мире, что, как мы с вами видим, тупиковая ситуация на фронтах, как говорят вот многие политики, американцы и украинцы, все. Мы с вами видим, что уже на протяжении, ну, скажем, определенного времени, большого времени, никто не может сдвинуться с места, обе стороны, ни Россия, ни Украина не могут продвинуться, занять какой-нибудь город или еще что-нибудь. Единственное, вот что украинцы захватили в Курской области, вот там какие-то районы, и пытаются там закрепиться. С другой стороны, со стороны России тоже с востока идут какие-то вот напряженные такие бои, и тоже они не могут занять какой-нибудь там город или какой-то. То есть какая-то вот такой вот стопор как бы. И это связано с тем, что у обеих сторон как бы, значит, я не говорю за Россию, у них, наверное, есть, но у них нет ни духа, ни силы, нет ни желания, просто их гонят как пушное мясо на фронт. А с другой стороны, украинцы, которые защищаются, у них нет возможности вот противопоставить этому оружию, которое есть у русских, чтобы где-то их там остановить или чтобы пойти дальше. Запад и, скажем, Америка вот эти вопросы решают не так, как бы хотелось, как необходимо было бы для самой Украины. И главным образом это происходит почему? Потому что мы сами все вот понимаем, это происходит потому, что сегодня не до Украины, не, скажем, не до там нашей республики, тем более и других республик. Сегодня вопрос решается войны, будущей войны или переформатирования, собственно говоря, всей мировой политики, может быть, даже переформатирование в будущем международного права. То есть, если в Америке власти придут одни силы, а, естественно, потом будут вот Конгресс избираться, да, тоже это может одновременно изменить всю эту ситуацию. Поэтому там вот эти усилия направлены туда, и выборы, которые вот там происходят, они каким-то странным образом происходят. Мы с вами видели, когда были вот споры между Клинтон и Трампом, то получалось, что Клинтон получила там больше голосов, на 2 миллиона голосов больше, чем Трамп, а Трамп, который меньше получил голосов, но получил больше выборщиков, он стал президентом. А в последний раз наоборот. Такая же ситуация случилась примерно с этим, с Байденом, хотя Байден меньше имел голосов, а Трамп больше не получил. Вот сейчас вот такая ситуация стоит, что не поймут, кто может победить. И сейчас вот такие идут разговоры, что, скорее всего, может быть, у Трампа больше таких выборщиков. Вот эта ситуация, если изменится, то, конечно, ситуация на фронтах и в противодействии
на, скажем, на фронтах Украины может измениться в ту или иную сторону. Но в любом случае здесь идет еще и другое дело, что они там в Америке еще опасаются, что сейчас может быть возникнет ближневосточный конфликт. Вы как знаете, вот Совет Безопасности, вернее, ООН там принял решение на своей ассамблее, что Израиль это агрессор, что она агрессор, хотя 7 октября Хамас напал на Израиль, убивал там людей, это ответная реакция. Но в целом вот такая реакция принята. И вот с нашей точки зрения, мы об этом несколько раз говорили, мы считаем, что этот вопрос должен решить это именно вот эти элиты на высшем уровне. Я имею в виду вот эти члены Совета Безопасности, международные, значит, страны, двадцатка и больше, которые сильно влияют на ситуацию. Потому что, да, было принято решение, которое необходимо было для стабилизации ситуации в этом районе. Ну, в 1948 году, когда это все. Но оно не реализовано до сих пор. И вот эти проблемы, если мы будем там говорить то или иное, или тот вопрос, да, мы видим, что люди там гибнут, мы видим, что там ситуация очень жестокое расправление с друг другом. Мы знаем, что это такое, мы, чеченцы, знаем, что это такое. И поэтому мы, конечно, желаем, чтобы на этом, скажем, отрезке или на этом перешейке там был мир. Как он будет? И он, может быть, как-то не устанавливается. С одной стороны, сами арабские страны, которых там более 200 миллионов человек, а то и больше гораздо, они даже не занимают единую позицию в отношении этого вопроса, не решают этот вопрос. Уже сколько лет, представьте себе, уже 70 с лишним лет этот вопрос решается. И наша позиция, вот мы в этом вопросе как-то осторожно к этому относимся, тем более, что когда с такой, значит, жестокостью с нашей народом, с нашей страной, которую мы создали по праву, то Хамас, который мы считали, скажем, единоверцами, они были в Москве и там заявляли, они однажды, даже в последнее время, всем заявляли, что чеченцы, они должны быть, грубо говоря, рабами России. На какое основание вот такие решения принимать наши, скажем. И у нас в этом отношении мы должны вот прозреть, что это такое и куда это движется. Поэтому сейчас мы не будем на этом останавливать вопрос. Мы видим, что, скажем, Запад, значит, ООН, другие приняли решение, осудили Израиль. Поэтому что будет дальше, мы не знаем. Но ясно одно, что вот этот, скажем, момент, который на днях произошел, когда вот взорвали это пейджеры, да, которым было лет, как говорится, 20, а то и больше, которые никто не пользуется, вдруг эти пейджеры взорвали, и, скажем, в Ливане там много людей пострадало, ранено, умершие есть или нет, правда, я не знаю, но, по крайней мере, это очень вот такой вот непонятный. Во всем мире люди затаились и думают, это что ж такое? Если в пейджерах, которые были 20 лет назад, вот так вот могли взорвать этих людей, то у каждого человека в семье у всех есть телефоны почти. Значит, эти новейшие телефоны, они гораздо сильнее, чем это пейджеры. Значит, где-то есть центр, который может взорвать и наши с вами телефоны, и отношение к тому, что сейчас вот это произошло со стороны Израиля, вот их хакеров или этого Нетаньяху, тоже значит, настороженное, я скажу мягко, настороженное, и они думают, вот такие вот события происходят. И мы с вами знаем, что в любом случае там этот вопрос, почему раскручивается, подумаем сами. Для чего Израиль нужна вот эта напряженность там? Ну, скорее всего, для того, наверное, чтобы здесь вот столкнуть ситуацию к тому, чтобы началась война там. Некоторые израильские,
скажем, сторонники, которые помогают Израилю, мусульманские страны, и те, которые против тоже мусульманских стран, и Америка, которая за. И снова вокруг этот вопрос все закручивается таким образом, что, как кажется, что это все, как говорится, отголосок этих тому, чтобы выборы в Америке прошли таким образом, чтобы победил Трамп. А Трамп, он, если мы знаем, когда он пришел к власти, он активно помогал, значит, Израилю в тех или иных вопросах, не считался ничем, принимал какие-то решения. И в то же время, вот как говорят вот эти известные политики, как пишут в разных газета The Times английскую, там еще другую, они конспекты вот эти все выкладывают. Они говорят, что вопрос заключается в том, что если, допустим, Трамп придет к власти, то он неуправляем. Вот у них главный такой вот посыл. Он в прошлый раз делал все, что ему вздумается, так? И если он придет сейчас к власти, он неуправляем, и он может натворить таких бед, что в конечном итоге вот эти вот, скажем, монстры или управленцы с международным бизнесом, они могут и потерять свой бизнес, потому что он неуправляем. Вот о чем идет речь. И если так, то сейчас неизвестно, какой будет результат вот этих выборов. Вот не случайно же уже второй раз на Трампа идет вот эта атака, его хотят убить и могут убить. Вот эти вопросы, они остро стоят. Теперь, как говорят, в Америке будет встреча, допустим, многих вот стран мира, там Генеральная ассамблея будет на днях, и туда вот вылетает и президент Зеленский, где он будет предлагать план там решения вопросов по значит, Украине. Но главным образом вопрос, видимо, уходя в отставку, они хотят, чтобы там в классе пришла Камила, вот эта Харрис. Если она придет, то они надеются, скорее всего, что она вменяемая, что она управляемая, она понимает ситуацию. Ну, как бы то ни было, вопрос вот такой вот, открытый. А раз такой вот открытый вопрос, и, скорее всего, поддержка будет вот от них, на этой Генеральной Ассамблее и от Америки будет, значит, какой-то план утвержден, который мы с вами не знаем. А этот план, он не на какой-то там период короткий, а на длинный период. То есть имеется в виду, что это план такой, что будет победа, потом после победы будет восстановление Украины, каким путем она пойдет, примут ее в НАТО или примут ее в Европейский Союз. Вот такой длинный план, как говорят, хотят вот там утвердить и обсудить. Видимо, заранее это все уже обсуждено, когда приезжал министр иностранных дел Америки и Великобритании. Они, видимо, все это обсудили, уже знают, что там будет. И поэтому вот эта, говорят, статья, которая вышла вчера или позавчера в Англии, где об этом говорилось, что якобы там будет поддержка Украине. Но во что это выльется, все равно никто не знает. Будет со стороны демократов такая поддержка, а что это дальше будет? Потому что главное то, что очевидно, что и даже нынешняя власть, она не хочет развала, как многие вот наши разные деятели, наши с вами деятели, вот наши такие самозванцы, везде по всем этим, как говорится, местам ездят, подписывают документы о развале России. Наша задача с вами, конечно, мы знаем, что развал России сейчас невыгоден, скажем, Западу, невыгоден и странам, которые лежат вокруг, скажем, самой России. Сейчас невыгодно. А раз он не выгоден, значит, нужно другие дела делать, чтобы эта Россия, она ослабла,
чтобы она долгие годы не могла, значит, как бы встать на такие ноги, как на сегодня, за эти 30 лет дать ей это. Видимо, такой план. Я это сам предполагаю, вот говорю. И тогда в этой ситуации мы с вами должны думать, я имею в виду о чеченском вопросе, думать о том, как быть нам, чеченцам, которые создали свое государство в рамках международного права, и еще задать себе вопрос. Вот при такой ситуации, вот наши вот деятели, которые на Западе, вот я имею в виду эти самозванцев Закаевцы, я имею в виду других, то есть разных Бартмашев и другие, или религиозники, которые все уводят ситуацию от той, которая есть в реальности в мире. И они уводят и говорят, что мы там придем, построим новое государство, или мы восстановим там те или иные, значит, горские республики, протектораты. Это все не соответствует реальности, и все это совершенно далеко от той реальности, которую мы можем, скажем, говорить. Мы не должны об этом говорить, мы всегда вот президиум об этом вопрос подчеркивали и говорили. И этот вопрос поднимать, и чтобы в конечном итоге, когда вот это идет как будто бы раздрай в нашем сопротивлении, и это как раз выгодно Кремлю, и они этот раздрай устраивают здесь, на Западе. И эти люди, которых я назвал, эти движения, под каким бы флагом они действовали, они как раз действуют в пользу империи, которая не хочет, чтобы мы вышли из вот этого оккупационного состояния, которое создали свое государство, а эти люди здесь, на Западе, делают все для того, чтобы мы оказались снова как бы под пятой у этой России. И нам еще долгие годы там придется, как бы, значит, находиться. Вот эта задача решается этими людьми, о которых мы говорим. Вот, которые на Западе объявляют себя разными правительствами, разными, значит, сторонниками независимости. Вначале они объявляли себя, что нет нашего государства, что оно ушло в прошлое, что это все ненужное. Потом они заявляли, что они готовы провести там референдум о статусе. Вот эти все заблуждения, которые вот мы видим, о них надо говорить. Не потому надо говорить, чтобы там упрекать кого-то или нет. Об этом надо говорить, что это вопрос нашей национальной независимости, это вопрос восстановления нашей государственности. Если этот вопрос мы не будем говорить, умалчивать, мы с вами становимся сообщниками этих людей. Им уже мы говорим не раз, им надо прекратить вот эти все разговоры и, как говорится, вернуться в конституционное поле и помогать президиуму правительства, единственной легитимной власти, пусть в усеченной форме, которая есть у нас от нашей власти, которая избрана в 1991 году, а потом подтверждена выборами в 1997 году при очередных выборах. Вот подумайте сами. Давайте взвесим и подумаем всем. Как могло случиться так, что вот в 1992 году, в марте, 13 марта, Грузия признала Чеченскую республику независимым суверенным государством? Да только лишь потому, мы с вами знаем, что мы приняли Конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Как могло случиться так, что вот в 22 году в октябре Украина признала наше государство? Да только лишь потому, что мы вот здесь вот в президиуме нашем вели активную работу с украинскими политиками, их действующими и около, как говорится, действующими людьми. И нас посылали туда документы, эти все документы есть, в котором мы тоже говорили о том, что наша страна вот такая-то, и такая-то, и такая-то, и создана как правовое государство, и суверенное государство независимо. Только лишь поэтому было принято решение о признании нашей страны как оккупированной территории и геноцида нашего народа. Однако эти люди, о которых я сейчас говорю, они ведут постоянную работу здесь на Западе и везде в других странах, которые выехали, придумывают какие-то фантазии. Это фантазии. Они говорят о том или ином. Эти фантазии надо оставить и вернуться в то поле, которое было обозначено нашим народом
своими решениями общенационального съезда чеченского народа в 90-м году и нашей Конституции. Да, в ходе строительства нашего государства, даже в ходе развития, в ходе переговоров с российской стороной, наша сторона часто совершала ошибки. Эти ошибки мы можем отбросить в сторону, потому что кто бы это ни совершал, президент или парламент или другие деятели, потому что в нашей Конституции сказано, что все, что противоречит основе нашего государства, не имеет юридической силы с того момента, как они применяются, то есть приняты, и не имеет никакой силы юридической, правовой точки зрения, и не применяется судом, и не обязывает граждан. Поэтому мы должны действовать в этой плоскости, в этом направлении. И я надеюсь, мы к этому вернемся. И это не то, что вернемся, мы на этой плоскости стоим. Я имею в виду вот этих всех отступников, которые сегодня на этой плоскости препятствуют решению нашего вопроса на Западе. А наш вопрос на Западе решить – это вопрос деоккупации нашей территории, это вопрос освобождения нашей территории и вопрос о том, что мы должны на Западе делать объединенную работу с всеми нашими беженцами, которые находятся на Западе, объединившись, решать вопрос о признании нашего государства, как создано в рамках международного права при развале Советского Союза. Я повторяю эти вещи как говорится, раз за разом, когда мы встречаемся, учитывая ту ситуацию. И я говорю, что сегодня вот то, что случилось у нас, скажем, в мире, мы видим из этого, какова ситуация, какая она напряженная, какое отношение. Сегодня даже украинцы говорят, что если они не будут активно так работать, активно не будут, скажем, активно, говорят, поднимать свои вопросы, то и забудут о них. И о них тоже сейчас никто не вспоминает. А нам-то как быть, нам, чеченский вопрос, который для нас важен. Поэтому я призываю к тому, чтобы мы могли понять и могли бы объединить наши усилия, которые мы можем принять на Западе. Объединить. А здесь у нас несколько разных движений, которые я вам сейчас говорю, и которые, и вы знаете все, наши люди на Западе знают и говорят, вот там между вами нет то есть нет согласия. А какое может быть согласие? Задайте себе вопрос с теми движениями и людьми, которые выступают против независимого нашего государства и которые выступают фактически против деоккупации нашей территории. Вот люди, которых я назвал, эти люди своими действиями фактически принимают все решения о том, вот они на мир везде выходят разные, о том, что у нашего государства как будто есть часть России. А мы никогда не входили в эту Россию. И эта Россия была создана, Российская Федерация была создана позже нашего государства. То есть мы завершили формирование нашего государства 12 марта 1992 года, и 13 марта нас признала Грузия, а нынешняя Российская Федерация России незаконно начала формироваться только 31 марта 1992 года. Начала только формироваться. Так что вот эти вопросы, понимая, мы должны с вами здесь на Западе работать все, от мала до велика. Все те хотят сохранить, чтобы нашу территорию, сохранить нашу страну, наше государство и наш народ, которые хотят фактически России ставить целью уничтожить его, как один из самых ненавистных народов, потому что мы препятствуем на Кавказе решению проблемы ассимиляции этого кавказского, как они говорят, региона. Я на этом завершу свое такое короткое выступление, если можно назвать. Пожалуйста, если есть вопросы или выступления, пожалуйста, я готов и слушать, и готов отвечать. Спасибо, Аят, спасибо. Аят, может быть, у вас есть какая-то отдельная информация, но по моей информации это новые пейджеры были, которые специально монтировали взрывчатку
и они не пользовались телефонами, потому что у телефонов есть GPS-навигатор, и чтобы не определяться, они все перешли на пейджеры. А новая партия пейджеров была, видимо, встроена туда взрывчатка именно для хамасовцев. Эта партия предназначалась. И говорят, 15 лет они шли к этому. Они там как-то там подстраивали фирмы, которые Да-да-да. поставляли. Вот так. Я имею в виду, что обычный телефон не может взорваться вот таким образом без взрывчатки. Ну, я понял. Но я эти детали не знаю, если это так. Но это, конечно, будет расследовано, еще дополнительно, Конечно. наверное, скажут. Но, по крайней мере, информация, которую я вот слушал, была такова, поэтому я об этом говорю. Мгм. Хорошо. Аслан, не называй его на «вы», а то и к этому претензии предъявят. Ну, и я-то понимаю, что на русском языке уважительно говорить на «вы», а я старше меня, поэтому это принято. Так-то в чеченском языке нет обращения, и когда я говорю на чеченском, соответственно, я с ним разговариваю так. Ну, я хочу подчеркнуть всем нашим новым зрителям, которые являются не чеченцами, чтобы вы понимали, что я отношусь с уважением к Аяду, только лишь поэтому. Ну, в любом случае, всех беспокоит отношения. Вот по поводу сегодняшних я бы немножко отвлекся бы немножко от темы. Кстати говоря, возвращаясь к прошлогоднему вашему выступлению, твоему выступлению, в Польше, Да. где, ну, это просто все было сказано, как говорится, в яблочко, в точку, и ну, просто буквально за 10-12 минут тебе удалось просто всю историю разложить, причем сказать самое главное, без воды, без лишних слов. Это видео есть и на канале нашего президиума, на Chechen Government News, и есть у меня на канале, в YouTube-канале, и в TikTok я выложил это видео. Это очень Мгм. интересное видео. Если вы хотите узнать про историю становления чеченского государства, потом про войну, про события, которые происходили в последнее время, ну, вкратце, четко и очень доходчиво, я рассказывает всю эту историю. И срывает, конечно же, овации, аплодисменты из зала, к чему я тоже присоединяюсь. Я дерес хойнон. Чего дик камялдар, суниш дедин хеза дацер, если честно. Очень хорошо ты все сказал. Спасибо. Барков. И еще, вот сегодня 21 сентября и 22 сентября 99 года в подвале дома в Рязани по улице Новоселова, дом 16/14, были обнаружены мешки с гексогеном. И после этого Путин объявил чеченцев мочить в сортире, назвал бешеными зверями террористов, то есть ФСБшников, которые закладывали эту бомбу. И началась уже такая неприкрытая, откровенная уже агрессия против нас. Как вы запомнили эти события и что делала наша власть и наши руководители, чтобы как-то снять с нас эту ответственность? Помните вы, можете об этом чуть-чуть нам Да, рассказать? я хорошо помню, конечно, все эти события. Помню, что это было, значит, нам всем было понятно. Вот всем чеченцам, всем от мала до велика было понятно, что чеченцы не могли такое сделать. Это не в нашем менталитете идти и убивать мирных людей, детей, женщин, стариков. Абсолютно. Это не наше. Нам было ясно, что это было, что это была клевета, которая направлена специально против нас. И все политики России, там то число и мэр Лужков, и другие выступали, все там, вот они это сделали. И нам было грустно от того, что вот такая политика в мире проводится, а мы, которые решили создать свое государство и создали его по праву,
вот должны проходить через такие испытания. Мы гибли, нас убивали, просто убивали. Вот я сейчас выставляю иногда у себя там на канале выставляю отрывки из фильма «Ичкери Канте», который вот создал этот французский режиссер, который поехал сам, Флорен Марси, сам отдельно, без всякого там разрешения ездил по всей нашей территории, ездил, снимал вот этот фильм. Вот он был здесь знаком, и я был у него дома, он пригласил меня, и я увидел этот фильм и попросил его сделать из него фильм обязательно. Но он взялся и говорит, если вы будете мне помогать и все такое. Мы как могли здесь помогали, переводили ему. Потом с этим фильмом мы поехали, собственно говоря, я там еще несколько человек, мы поехали по всей Европе, начиная от балтийских стран, по всей Северной Европе, Европарламенте, здесь во Франции везде показывали. Короче говоря, фильм очень мощный, в который исторически вот явные ситуации, которые там были, показываются. Поэтому там видно было и из этого фильма, а тогда, когда они взрывали эти дома, они только не там это взрывали, там, в Рязани, они же еще и в других местах, как мы знаем, там взрывали, в аэропортах, и все такое это на нас вот вешали, на чеченский народ. Даже не на отдельных каких-то бандитов, а когда они говорили, они это направляли на весь чеченский народ. Они потом собрались и говорили, что надо этих всех чеченов убивать от 10 до 65 лет. Помните, вот эти вещи говорили они. То есть это было это, как говорил наш первый президент, это было, ну, это был в высшей степени фашизм, это был русизм. И было принято решение у них давно, почему были им так не угодно, почему они хотели это. Потому что мы знали еще раньше, что у них был план экспансии по возвращению всех территорий бывшего Советского Союза. И на этом пути, который они хотели за 2 часа захватить нашу территорию, им пришлось биться годами. И до сих пор они бились и при президенте Жахаре Дудаеве, до этого. После этого они, значит, когда был Яндарбиев, потом, когда другие президенты, они бились, война продолжалась, они никак не могли победить. И в 4 вот этих вот агрессиях они были выдворены, во-первых, нами с политической правовой обоснованности четырежды. В 91-м, 92-м, потом 94-м, потом 95-м уже была полномасштабная агрессия. Это 4 агрессии. Наш народ и наше вот это все, значит, правительство организовано и планировано, и потом военным путем поставило точку, выгнало эту армию. Они все равно пытались все это извратить, понимаете? И поэтому все так вот получалось, что во всем виноват чеченский народ, который желает жить в мире и своим принципам современного международного права. И это потому, что мы веками жили вот таким образом. У нас никогда не было ни князей, ни королей. У нас каждый гражданин, каждый человек был равен. Каждый человек был в равной степени, с ним считались в нашем обществе. С самого детства, когда наших детей воспитываем, мы их не бьем, чтобы они не были пугливыми. Мы их воспитываем настоящими, уважающими друг друга людьми. А вот после этой войны нам пытаются насадить, чтобы нас там начали бить, стягать разными плетками, унижать, достоинство доводить. Вот это вся вот эта политика, проводимая Кремлем для того, чтобы изменить менталитет нашего государства было. И это было отчасти то, что они хотели, и Путин, и его команда хотели нас поставить, скажем, на колени, изменить нас, наш народ изменить, и чтобы мы потом в конечном итоге, значит, изменились и поняли, что якобы больше нет никакого исхода и надо быть рабами.
Но этого не получилось даже и сегодня. Борьба продолжается. Мы ведем эту борьбу и на Западе с правовой точки зрения. Мы ведем ее в каждой душе, в каждом нашем, скажем, организме чеченца, который не забыл все это, в нем это все горит до сих пор. И мы вот призываем поэтому остальной мир, встаньте на позицию и не дайте, э, чтобы вот было надломлено то, что вы заложили в основу, скажем, современного международного права. Это права человека, свобода, личность и все остальное, что присуще к этому. Вот об этом мы говорим, об этом мы и, значит, говорили и в Европарламенте, и в Варшаве, когда были вот эти все встречи у нас в прошлом году, о котором ты говоришь. Да, вот такое было. И это было, я еще закончу, это было все, э, это был план экспансии по захвату всех этих территорий. Вот они не могли почти 10 лет, вот бились, не могли захватить нашу территорию. Потом они после этого, будучи, напали на Грузию, потом они напали на Украину, как мы знаем. И эта борьба, и этот план до сих пор не отменен у России. Надо, чтобы этот план, эта экспансия была отменена, и чтобы она резко, значит, в этом плане была осуждена на международной арене. Хотя она и осуждена, но надо принять более жесткие меры в том, чтобы люди и в самой России, и в других вот близлежащих республик и странах могли свободно жить и развиваться. Вот о чем речь. Вот поэтому это и было, а не потому, что они хотели только нас захватить. Все думают, что они думали, нас хотели тогда захватить. Нет, вопрос был не в нас, не в Чеченской республике, а вопрос был, что они хотели начать с этого момента и оттуда, значит, развиваясь, показывая свою жестокость, пугать остальные народы, показывая пример, и чтобы они все могли их захватить. Вот теперь в Украине они оказались перед героическим украинским народом, который ведет борьбу против них и не дает им, как говорится, никаких шансов на победу. Хорошо, что остальной мир им помогает, в отличие от того, что тогда, когда остальной мир по своему заблуждению сдавал нас этой империи. Вот такая ситуация была. Мгм. Аят, скажите, как вот столько Джахар Дудаев, вы, другие наши лидеры говорили о том, что после Ичкерии будет Грузия, Украина и третий, десятый, что разойтись, чтобы сойтись их принцип, что на Чечне не ограничится вот эта оккупация имперская, вот эти продвижения России. Почему вот все эти страны, а даже оставим западные страны, те же постсоветские страны, страны Варшавского договора, у Польши всю элиту уничтожили за один день, просто пригласив сами, дав им разрешение, посетив им польских вот этих расстрелянных офицеров и солдат. Почему такая беспечность? Это что? Это коррупция, трусость, это измена родине? В чем связано? Почему эти политические деятели так себя вели? Как вы думаете? Ну вот по большому счету, если так говорить, мы с вами знаем, что основа всего лежит это экономика. Деньги. Экономика - это есть, после экономики идет политика. Смотря на основу политики, то есть, политика вытекает из экономики. Мгм. После политики идет война, то есть если это все не решается. Поэтому вот это раздел мира, который идет между, скажем, новыми государствами, которые мы говорим демократическими, которые хотят жить по принципу свободы личности и свободы от политического преследования, Мгм. и страны, которые диктаторские, которые этого нету, свобода личности и политическое преследование, которое вообще не признается, они могут их там забить, убить. То есть диктаторские режимы и демократические страны столкнулись. При этом надо сказать, что и демократические страны имеют
это не окончательное решение, это находится в развитии вот это все. Оно еще не является самым, там сказать, окончательным вариантом. Оно будет с годами, может быть, столетиями еще усовершенствоваться. Но диктаторский режим нам известно уже сотнями, тысячами лет, что это режимы, которые все время угнетали человека, убивали, становились какие-то люди диктаторами, князьями, королями, там, шахами и владели жизнями этих людей. Даже в религии не обозначено, вот нашей религии, там, чтобы кто-то там был, вот такие вот вещи делалось. Свободный человек рождается, и Всевышний его происходит на этот мир и говорит ему вот так вот, так. И вот эти две противоположности сталкиваются. Человек приходит, как говорится, на этот свет и желает жить свободно, в соответствии с своими возможностями, умственным, физическим развитием. А здесь вот тебе вот какая-то группа людей захватила какие-то экономические ресурсы. Ну, мы знаем, во всем мире есть такие экономические какие-то ресурсы захваченные. О них много говорят, не буду к этому возвращаться. Они диктуют вот эту ситуацию, и после того, как вот это пошло вот по этому пути, который вот сейчас мы с вами говорим, то столкновение этих диктаторских режимов, а эти диктаторские режимы, мы знаем, они находятся в каком состоянии их развития, уровень политического мышления, уровень, значит, свободы личности и считания, как говорится, свободы каждого человека по его, как говорится, ему по потребности, насколько это возможно. И это идет борьба между злом и добром, так скажем. Добро может быть еще не такое, которое мы хотели бы, но, по крайней мере, вот это добро, которое вот направлено, направление предоставления добра и, значит, свободы для просто личности, и которое отказывает, вот это вот столкнулось. Вот поэтому оно и все так вот происходит. Вот эта ситуация, она однозначно здесь видна, и, конечно, здесь есть перехлесты, в той или иной форме перехлесты есть. И я надеюсь, что это развитие, которое началось, скажем, уже сотни с лишним лет, и оно будет направлено, и победа будет за тем, что является свобода, личность в этом направлении. Я так в это верю и верю, что Украина в этой борьбе обязательно победит, и что мы сможем свое государство, значит, восстановить. И если мы не будем сейчас вот эти вопросы открыто поднимать, вот как я уже сказал, не будем молчать, будем смотреть, наблюдать, что делает Украина, смотреть, что вот эти разные вот эти вот самозванцы или как назовем отщепенцы или как угодно их называют, которые не понимают суть вопроса, суть политики, которая идет в мире, пытаются отбросить нас в прошлое на сотни лет, чтобы на нас говорили, что эти люди без политического уровня развития и понятия, то это значит нас бросает в бездну, в которую мы должны позволить этим людям, так и некоторым людям, которые называют себя теми и теми, чтобы они творили это беззаконие. В первую очередь мы должны сами решить эти вопросы и в зарубежье, и, скажем, там нашим людям, которые вот находятся у нас на родине, чтобы дать им это понять. Только в этом вопрос. И мы знаем с вами, что сегодняшняя вот территория наша, которая оккупирована, мы видим, как там что происходит. Посмотрите, при всем при том, что бы то ни было, как там относятся к нашему народу, как они вот, значит, пытаются издеваться над нашим родом по всей России, кстати. Это нельзя допускать. Это что за дружба такая? Дружба с одним диктатором, а все остальное население России, там, где бы ни появился нашей национальности человек или кавказской, они начинают его гнобить, убивать, сажать, без суда и следствия практически сажают и убивают. И это происходит. И сейчас идет какое-то прозрение в этом вопросе, идет прозрение, мы с вами видим. И даже вот эти сами
служаки, которые сами называют служаками Путина, они даже возмущаются сейчас. То есть вопрос именно вот в этом и заключается. Я думаю, достаточно этого ответа. Да, достаточно, Башка. Так, Аят, Эд Мамедов задает вопрос. Как вы думаете, Аят, почему Украина не предоставляет вам площадку в Верховной Раде для выступления? Также Украина после признания Ичкерии должна была бы предоставить помещение для дипломатического корпуса. Ну, что я об этом думаю? Я об этом думаю, повторюсь, мы писали специально после этого письма в разные организации, и в Раду, и, по-моему, в Министерство иностранных дел, и президенту, главе администрации в адрес президента, в котором мы говорили, что необходимо это делать. Я думаю, что им просто до нас как бы нет дела до сих пор сейчас. Они сами еще там. Но в то же время, если бы они это сделали бы, то было бы, конечно, очень полезно, и это было бы какой-то, ну, скажем, пример для остальных народов мира, что Украина является действительно страной, которая пытается поддержать народы, которые сегодня и в России угнетены. А просто говорить их, призывать, давайте вот вы сядьте, давайте эти вопросы решите, давайте мы там, значит, вам это сделаем, это все не нужно какой-то пример дать. Вот они признали наше государство, скажем, признали, что оно оккупировано, а власть, которая является, значит, продолжательной этой власти, с ними они пока что в контакт не выходят, хотя письма были направлены, все было изложено. И это, наверное, связано с той политикой, которая им диктует тоже, вот я же говорил, от Украины, да, они тоже вот говорят между собой, что мы должны обязательно говорить, мы должны обязательно чуть ли не стучаться в эти двери, свой вопрос поднимать. Так и мы должны поднимать эти вопросы. Посмотрите, эти люди, которые здесь, вот я рассказывал, вот эти люди, которые ходят по всем там разным мероприятиям, их принимают, потому что, видимо, их мы с вами знаем, мы предоставляем, и есть в интернете везде дела, которые они творят. Они совершенно беззаконно, безосновно и те, и другие вот эти вещи выставляют и демонстрируют себя как люди, не имеющие никаких основ для того, чтобы решать проблему, вот, допустим, между чеченским государством и между, скажем, Украиной. С этими людьми, которых вот сейчас я называл, с ними легче. Они могут их в любой момент, с ними им легче общаться и в то же время говорить, вот мы там вот с ними общаемся, говорим, что-то делаем. Они никто в этом смысле, и они же не могут, они же не признавали этих людей отступников от нашего государства, которые не имеют никаких полномочий от нашего народа, они их не признавали сами. Но теперь они это воздержат, и там есть, видимо, какие-то силы, ну, они есть, конечно, в любой стране, бывший Совет Союза и Украины, естественно, которые препятствуют этому, значит, продвижению этого вопроса нашего. Вот в чем вопрос, Эд. Баркал. Также Эд продолжает. Как вы думаете, какие были допущены ошибки руководством Ичкерии до второго вторжения фашистской Российской Федерации Путиным в Ичкерию? Но об этом много написано, сказано нами. Об этом сказано в многих статьях, наших выступлениях. Но я коротко скажу, вот, скажем, когда в 1995 году, значит, Россия бомбила, убивала нас на полном ходу всех, кто есть наших людей, и вторгла на нашу территорию, вторглась. И уже угрожала там все, мы сейчас вот будем бомбить, там какой-то Молтенский или какой-то генерал, всех там из города выходите, мы вас всех там даем вам срок, вот такие вещи делали, так?
то в это время, когда вот Басаев пошел туда, в эту территорию со своим отрядом, единственная цель его была что? Это остановить войну и решать вопросы мирным путем. Вот какие цели ставил отряд Басаева и наше государство. И когда этот отряд добрался, скажем, который хотел добраться до Москвы, добрался до Буденновска, там был вынужден остановиться, так? После этого все же вот этой схватки, которая была тогда, Россия вынуждена была сесть за стол переговоров, и на этих переговорах было, значит, три блока. Блок военных вопросов, политических и экономических вопросов. Вот по блоку военных вопросов были направлены наша делегация из 4 человек. И эта наша делегация сразу в первом вопросе подписала протокол о том, что поход Басаева в Буденновск, что это террористический акт против России. Но в то же время не написав, что убийство чеченского народа, агрессия против нашего государства, которое тогда у нас было убито около 100 тысяч человек, об этом не было написано. Это была ошибка. В то же время это была ошибка в том плане, что некоторые из этих людей, которые были в нашей делегации, они не были посвящены в эти тонкости. Тем более они, значит, здесь между собой советовались, не советуясь с теми, кто был в этом вопросе компетентен. Для нас тогда было важно, как вот сказал, скажем, сам Басаев, да пусть они выходят, для нас важно, чтобы они убрались. А то, что они уходят и говорят, что мы на весь мир террористы и бандиты, это не столь важно, как бы. То есть политический уровень в этом плане здесь был минусовый. И вот эта ошибка, она, значит, определила дальнейший ход наших переговоров. И в этой переговорном процессе был изменен нас, в эту делегацию вошел еще один человек, это был я, как председатель парламента, который мне настаивали наши товарищи, и сам президент, чтобы я вошел туда. И мы дальше стали вести эти переговоры в той степени, как это можно было, чтобы там они когда писали, они всегда писали, они раньше писали «Чеченская республика». А мы с вами знаем, что с 94 года, Чеченская республика 16 января 94 года переименована была Чеченская республика Ичкерия. Так россияне всегда настаивали, чтобы подписан документа была только Чеченская республика. А Чеченская республика они считали частью России. То есть вот эти ошибки, они и дальше стали как бы это увеличиваться. Это была очень важная такая вот для нас важная такая ситуация, которую мы не могли позволить. И мы, когда вот у нас вот эту ситуацию мы обсудили, мы уже больше ни один документ не подписывали, чтобы там не было Чеченская республика Ичкерия. Затем Российская Федерация, то есть их делегация пыталась подкупить нашу делегацию, и некоторые из них, я потом понимаю, были подкуплены или они были старые, как говорится, свои агенты, и они пытались потом разным манипуляциям подвести дело к тому, что нужно подписать уже не соглашение одного блока по военным вопросам, а сразу они создали документ создали, который был не по блоку военного, а договор уже полностью, как будто все три значит, блока обсуждены. И там внизу они, значит, написали вот Чеченская республика Ичкерия, Российская Федерация России и Чеченская республика, которая, скажем, бывшая Чеченская республика, которая была еще в Советском Союзе, так называемыми завгаевцами. Они хотели вот такой даже подписать. И делали все возможное для того, чтобы это могло быть реализовано. Но им это не удалось сделать тогда.
То есть эти вопросы очень важны. Вот смотрите, вот Минские соглашения или там Стамбульские соглашения по Украине, Украина, Россия. Они тоже вот эти хитрости все туда внедряют, хотя здесь политики уже опытные, но все равно они везде вот пытаются вот это внедрить, или кто, и это главным образом не потому, что не понимает, а потому что они какие-то манипуляции ведут, какие-то давления ведут, кого-то пытаются подкупить, обмануть. Вот такие вот моменты были. Это один из примеров, я хочу сказать. Другие примеры, если нужно, это потом у меня в статьях это написано, есть это. Мгм. Это я говорю, Эдмамеду отвечаю. Я думаю, Да-да, спасибо, Аэт, развернуто. И еще хотел бы тоже задать вопрос, Аэт, по поводу того, что много людей, которые изображают себя там бойцами чеченского сопротивления, политиками чеченского сопротивления, на самом деле являются либо такими игроками, искателями каких-то приключений, либо откровенно работают на Кремль, на Россию. И в связи с этим, есть ли список, перечень фамилий, вынесенных по этому поводу решений Генеральной прокуратуры Чеченской Республики Ичкерия? Вот в этом смысле мне бы, как правозащитнику, как человеку, ведущему блоги, публичную деятельность, мне бы это очень помогло бы, чтобы приводить факты. В этом как обстоят дела по поводу ну, здесь этой вот работы? говорит о том, что я хочу сказать, что была так называемая белая книга вот у президента Дудаева, Мгм. куда вот были вписаны все те, кто предали наше государство, я имею в виду члены правительства, кабинета Мгм. министров, так? Не члены, ну и члены правительства тоже, так? Которые в Первую войну бежали, а потом которые, значит, депутаты некоторые, там еще другие, которые покинули нашу родину в самый тяжелый момент, так? И вот такая ситуация в этой книге была. Но где это сейчас, эта книга? Она была, и, может быть, она сейчас исчезла. Она находилась там у нас, как говорится, на родине где-то, в архивах, может быть, спрятана где-то. Я имею в виду по тому периоду. Но тот период, это было очень мало людей. Ну, скажем, можно было сосчитать на пальцах 4 рук, если так говорить, может быть, тогда, так? А Мгм. сейчас-то их развелось, посмотрите, сколько их много, так? И мы, Мгм. очевидно, видим тех, которые вот сегодня вот эти вот дела вот раскручивают здесь и себя изображают какими-то там деятелями прошлого. Ну, хорошо, в прошлом мы были хорошие, допустим, политиками или какими-то там воинами. Скажите тогда, а что вы сегодня, чем вы занимаетесь? Сегодня что вы делаете? Это же против нашего государства. То, что было, они хотят на старом Грузии, так сказать, авторитете прессы, это не получится. Сегодня что делает, это и является оценка их деятельности, когда, если они так говорят. Но эти люди, они вот, многие, я вот, которых знаю людей, они вот эти разговоры ведут, там, то, все это, но на самом-то деле они просто не верят и не верили, видимо, в том, что мы создадим свое государство. Они не верили, что это будет. И теперь, когда вот нашу территорию захватили, у них, видимо, совсем надломился, как говорится, этот момент, и они вот уже работают на пользу того, чтобы где-то как-то, значит, стать экономически или политически, или где-то обозначить себя. Но это очень плохая вот эта вот работа, которая, очевидно, белыми нитками шита. И мы видим это все. Все наши люди на Западе знают, кто здесь кто. Нет никакого сомнения в этом. Ну, вот такая вот ситуация. Записывать их даже нет необходимости. Мы такой перечень не ведем. Мы вот говорим только о главных действующих лицах, которые себя изображают себя. Вот посмотрите, вот недавно, вот скажем, здесь где-то в Брюсселе, ну, в этом, в Бельгии,
Арестовали каких-то наших людей, там молодого человека, лет 25 ему или 6, и его посадили за какой-то там терроризм. А жену посадили до 15 лет, а жену, говорят, там На где-то на 8. 8 лет, что ли, посадили. Так вот, на этой основе вот эту всю игру кто раскручивает здесь на Западе? Кто это поддерживает? Какие там они придумывают разные здесь разговоры ведут и этих людей сбивают? Кто этим занимается? А мы, кстати, говорили много. Допустим, я, когда вот были некоторые там движения, то все, я открыто, официально выступал, говорю, что нельзя это делать. Я даже, кстати, это выставлю как-нибудь, где я говорил об этих вещах, что мы приехали сюда, в эту страну, и себя остальному миру здесь демонстрируем так, как будто это нужно сегодня Москве. Зачем нужно заниматься здесь на Западе разными религиозными или другими какими-то джамаатами или еще что-то говорить, когда этого фактически нет, это просто там обозначено из себя кем-то изображать. Это нельзя делать. У нас есть свое, значит, понятие религии. У нас исламская религия, но это не означает, что мы должны выходить за пределы этой религии. Каждый человек ответственен перед Всевышним, а не то, чтобы из этой религии делать какую-нибудь там, значит, политическую партию. Мы не можем эти вещи говорить. Мы у себя дома веками жили и при царской России, и советской власти, другой. Всегда мы придерживались своей религии, исповедовали свою религию. А сегодня оказывается, что есть какие-то люди, которые говорят, никакой религии у нас нет, что это были не мусульмане, что это были не такие, нам нужно принять что-то другое, и нам только на этом будем стоять. Вот, кстати, Закаев тоже вот эти вещи принял в 2017 году, хотя вначале обвиняя действующего президента в его религиозных наклонностях, 10 лет называл себя демократом, а потом вот перешел на эту сторону, и на этой стороне приняты им есть документы, есть его заявления официальные, но в то же время он бывает в Украине, везде, и говорит, кто ты? А он говорит, я демократ. Эти лицемерие, это двойственность, вот это отношение и непонятие все это приводит к тому, что мы с вами вот так вот выглядим в остальном мире. Поэтому наш голос должен звучать и в Европе, и в мире, и говорить, что есть кто, и призывать тех, которые содействуют этим людям, сказать им, что это нельзя делать, что эти люди не имеют никакого отношения к нашей государственности. И мы будем об этом говорить, и мы говорим об этом. Поэтому я призываю всех наших людей и наших друзей понять все это, что это совершенно вот никакое не то, что присуще нашим народам, не то, что принято нашим народом, не то, что заложено в основу нашего государства. Вот и все. Баркал Аят. Аят, как вы думаете, в чем феномен США? В США живут, я думаю, все этносы, и каждый штат как отдельное государство. И каждый год приезжают миллионы, и большинство новые граждане США любят и дорожат этим. В чем вот феномен США? Это Мамедов. Это чей вопрос? Да, это Мамедов. В чем феномен? Что люди приезжают, почему все тянутся в США? Как вы думаете? Ну, как сказать, я думаю, что главным образом эта страна состоит из многих этносов, и эта страна создана 300 с лишним лет тому назад, хотя история его образования тоже есть определенную историю имеет, так? Потом были войны между Северным и Южным, там, много это не буду. Я думаю, что главным образом потому, что эта страна, это Соединенные Штаты Америки, они вот решают свои вопросы и экономически развиваются в мире. Они создали такую модель,
который позволяет им развиться и быть одной из ведущих держав мира. Это большая, огромная страна. Она превосходит, можно сказать, любую страну мира в экономическом и в других, вот, скажем, показателях. У них есть вот основа того, что у них есть партии, которые мы знаем, не только эти две партии, но и другие. Они пытаются стать, так сказать, все больше и больше развиться в мире, и они придерживаются вот принципа международного права, свободы личности и непреследования личности по политическим мотивам, предоставлении возможности развиваться в этой стране. Это есть. Хотя в то же время есть и недостатки. Мы слышали об этом. Я бывал там короткое время, правда, но все равно эта страна является, с нашей точки зрения, противником, скажем, этой имперской России, которая веками убивает наш народ и пытается уничтожить наш народ. Мы обращаемся к этой стране и обращаемся и к американской власти для того, чтобы они помогли нам, чтобы мы могли спасти свой народ от исчезновения, которое нам пытается постоянно навязать Россия. Если бы Россия не была такой вот империей, и могли бы там все народы свободно жить, и каждый народ, который там есть, мог бы свободно, значит, свою политику проводить, имея общую, там, как вот, позицию, то не было бы этих проблем, мне кажется. Понимаете, притом там экономические вот эти все природные богатства, наверное, колоссальные. А Америка, она богата по всем показателям и во всех отношениях. И народ там такой, они там объединенные, и они держатся вот на этих принципах международного права, они этого придерживаются. Не случайно там в Америке находится штаб Организации Объединенных Наций. Так? И не случайно, что когда Вторая мировая война, фашизм шел, собственно, захватить остальной мир, что именно действие Соединенных Штатов Америки позволило одолеть германский фашизм. И не случайно, и что вот теперь даже, когда этот фашизм вскрыл свое лицо, скажем, в России, как мы видим, они не любят никакие народы, даже свой народ не любят, они называют как угодно, и во власти сидят эти имперцы, и этому сегодня противодействует снова именно Соединенные Штаты Америки своим авторитетом, своими ресурсами помогает скажем, этой власти в любой стране для того, чтобы эти диктаторы, не укрепились в этом плане против народа. Правда, нам они не смогли помочь по тем или иным причинам, потому что, видимо, считали нас уже как бы, значит, кончен народом. Но наш народ, он веками, тысячелетиями существует, и мы будем продолжать эту нашу линию и надеемся, что Соединенные Штаты Америки, поняв, что это была ошибка тогда, когда они помогали России, Ельцину, Путину, для того, чтобы они малой кровью решили наш вопрос, что сегодня они это поняли, и в этом вопросе помогут и нам. Мы надеемся на это. Помогут каким образом? Помогут по всем позициям, для того, чтобы мы могли восстановить свое государство, чтобы мы могли развиваться в сообществе других народов мира. А наш народ такой. Он очень-очень трудолюбивый, он очень сообразительный, очень подвижный. Такой у нас народ. Поэтому мы на этом надеемся и верим вот, в то, что Соединенные Штаты Америки и европейские страны в этом вопросе уделят нам внимание и не будут, как говорится, сотрудничать с разного рода самозванцы, которые не имеют никакие основания
здесь на Западе, которые фактически являются агентурой Кремля. Собственно говоря, если они даже могут знать это и не знать, но в любом случае их действий есть содействие имперского Кремля в вопросе нашей государственности, которую мы пытаемся, значит, решить справедливым образом. Ну, так вот. Спасибо, Аят, спасибо. Еще очень такой важный комментарий, здесь их несколько, Аят, они как на ваш сейчас выступление, они комментируют. И я тоже получаю похожие комментарии, и я тоже высказываю иногда и критику Запада. И здесь вот, я сейчас прочитаю комментарий, поймете, о чем я. Вот, ну, здесь говорит, что здесь один деятель заявляет, что Америка нам не поможет, Америка нас использует в качестве оружия, инструмента, что мы никому не нужны там, и так далее. И вот здесь Бельфегер пишет. Чем мне нравятся прямые эфиры, а здесь можно и с оппонентами тоже пообщаться. Кто пишет? Бельфегер его ник. Чечня уже, ну это вот комментарий. Я бы хотел бы, чтобы как вы ответите на этот комментарий и на мой вопрос. Чечня уже дружила с Америкой. Цена дружбы – тысячи погибших чеченцев и русских. Вот она, цена дружбы с американцами. Многие пострадали от этой дружбы и страдают сегодня. И вот что, как вы считаете, Аят, что вот нашли у кого просить защиты, вам не помогут, там, и так далее, и так далее. Как вы считаете, дружила ли Чечня с Америкой, и прав ли этот Бельфегор? Бельфегор, очевидно, не знает ситуацию, которая была. При развале Советского Союза, хотя Россия сегодня пытается исказить все, было 32 республики, и наша республика при развале по современным международным правам создала свое государство. И Россия, которая пыталась тогда как-то выйти из... тоже выйти, она как одна из республик вышла из состава СССР. Да. Сегодня даже вот, как его президент Зеленский правильно ставит вопрос, именно СССР была членом Совета Безопасности, а не РСФСР. И Украина даже была именно подписантом этого договора образования ООН. А они взяли эту РСФСР, Россию туда подсунули. И поэтому они правильно ставят этот вопрос, что нужно заменить. Я вот полностью этим вопросом согласен. А то, что вы говорите, она нам не поможет, конечно, она нам не помогала. Она нам не помогала. А наоборот, там давала деньги, скажем, России. 10, там 6 миллиардов, еще другие деньги говорила. Я же вот говорил, что 5-6 этих моментов. И они даже говорили, президент Клинтон говорил, вот я повторюсь, решите вопрос малой кровью. Я был в Америке тогда, там провел где-то около 2 недель, и эти все вопросы там вот встречался с многими людьми, где мы говорили о этих проблемах, и они говорили, вот сейчас у нас вопрос надо решить с Россией, потому что эти атомные подстанции, атомные бомбы, 10 тысяч штук там, ну тогда они не так говорили, ну как-то вот так. И все это надо решить, и где-то мы не можем этим вопросом заниматься, Россия станет демократической, и решим ваш вопрос. Вот так говорили известные американские тогда политики. И говоря об этом, было ясно, что они просто отмахивались от нас, им было не до нас. Вот у кого чеченский народ с такой маленькой территорией, так, и по количеству где-то 1 миллион человек, это был вопрос очень такой, сказать, этой глобальной политики, он был очень мал, кажется. Но сейчас, когда мы вот сейчас эти вопросы здесь хотим поднять и решать, мы сами должны, я же говорил, если мы сами не будем наш вопрос как раз-таки вот
поднимать, говорить и теребить, скажем, эти страны Европы, Америки, не будем говорить о том, что происходит, и не будем противодействовать вот этим самозванцам и отступникам от нашей основы нашего государства, то, конечно, нам никто не поможет. Не то, что Америка и даже кто нас признавал, и то отказ. Эти же люди, которые сейчас этим занимаются, они хотят даже те признания, которые были у нас, чтобы это ушло, как говорится, в бездну. Понимаете? И поэтому здесь говорит о том, что они нам никогда не помогали, да, но сейчас мы этот вопрос поднимаем, говорим об этом. И надеемся, если вот Бельфер, я не знаю, кто вы, если вы американец, то давайте подключайтесь, помогайте. Нет, русский. А? Русский. Тролль Ну, обычный, если да. русский, так сидите у себя там, вы в конечном итоге получите то, что должны получить за все те преступления, которые совершили вы сами, если вы один из них имперец или раб этой системы. Не может быть так продолжаться всегда. Чем, допустим, хуже вот Аслан Арцуев вас, который там сидит и эти разговоры ведет? Да ничем, он гораздо морально, нравственно выше вас, а вы из себя изображаете каких-то там хозяев земли, и вы весь мир захватим, мы мир подчиним себе. По какому праву? Все эти территории, которые есть в Советском Союзе, это не русские территории. Да еще русского народа такого и не было. Когда появился этот народ, это все известно. Опуститесь на землю, вы не сможете продолжать так. Если вопрос станет, как быть и не быть, то вопрос, чтобы вы сидели на голове, быть не будет в любом случае. Это не будет. Поэтому вернитесь к этому вопросу и таким образом, чтобы нам помочь. А кто нам поможет? Путин поможет? Или нам поможет какой-нибудь там другой диктатор? Посмотрите, исламские государства, которые наши некоторые лидеры, это тоже была одна из ошибок наших лидеров, некоторые, которые верили в то, что исламские государства нам помогут. И когда мы оказались в этих странах и встречались с этими людьми, руководителями, я даже встречался с лидером организации исламских государств, ООН, и говорил об этом, они вообще даже нюхом не хотели на нас смотреть. И говорили, у нас своих проблем хватает, вы что, туда-сюда. Вот тебе и на вам, и на единоверцы, понимаете? Поэтому мы сами должны этот вопрос решать. А вы, если вы русские, должны тоже это понять. Хватит вот сидеть вот так из себя. Сами ничего не означая, вы вот эти вот ведете вот эту работу, создав вот эти все оружия и все такое на крови, на поте этих народов, которые находились в составе Советского Союза. И все это прибрали под себя, и теперь весь мир сидите, пугаете. Это не пройдет. Вот и этот вопрос. Спасибо, Аят, да. Благодарю. Так, Аят тоже Да. задает вопрос. Аят, как вы видите ошибку руководства Украины сейчас допускает Украина? Думаю, в Украине СМИ 85% это агенты фашистской Российской Федерации. Специально вмешиваются в нашу политику, оскорбляют Трампа, зная, что 65% избирателей уже недовольны и говорят, а зачем мы помогаем Украине, если они оскорбляют нашего президента. Украинские СМИ знают, что избиратели могут потребовать не помогать Украине. Делается ли это умышленно, на ваш взгляд, Аят? Ну, по крайней мере, Россия это делает умышленно, это точно. И если 75%, как говорит Эд, являются прорусскими, то это нормально с их стороны. Они это делают как и что им надо. Но в то же время надо сказать о том, что думает сам украинский народ. Я знаю многих украинцев, много общаюсь с ними. Они не обладают, как говорится, такой информацией, которая постоянно им сыпет. И они против многих, которые знают, против тех вот этих негативных высказываний, против
скажем, Америки. Вот да возьмите, вот пример, где-то у меня был, я сейчас гляну, сейчас скажу вам. Оказывается, вот я читал там, да, что около до 70% формирования бюджета Украины это формирование за счет американцев и за счет европейцев. И только 30% они сами это. Представь себе, если в один момент сегодня, да, американцы и европейцы закроют этот, как говорится, кран поступления, тогда не будет ни работников, тогда не будет ни квартир, тогда не будет ни обеспечения, тогда не будет. Представь себе, что это будет. Уже многие люди еще в Украине работают, так? Вот эти данные я вот специально смотрел, читал и видел о том, что так происходит, знаете. И потом Америка, она дает те или иные возможности и дает, и где бесплатно, а где и не бесплатно дает, помогает Украине. И в этой ситуации вести сегодня работу именно против Украины, то есть против Америки, это сам рубить сук, на котором ты сидишь. Это нельзя делать. С другой стороны, на тех, кто дает, надо их подстегивать. Это я согласен. Надо их подстегивать, что здесь не хватает, здесь надо это, чтобы они не забылись и не занимались постоянно своими вопросами. Это, как я считаю, и нам тоже нельзя сидеть и молчать, ничего не делать. Нам тоже это надо, вот в наш вопрос, чтобы подымался. И вот правильно делают вот Зеленский и другие вот их руководители, хотя среди них тоже вот есть критика со стороны американцев и европейцев, тоже есть. Но несмотря на это, я думаю, что было бы, значит, ошибкой, если вот эту вот позицию будут воспринимать таким образом. Американцы не должны думать, и американский народ не должен это думать. Я вот как чеченец, как человек, который с ними связан, которых я знаю, здесь много и украинцев на Западе, и даже оттуда знаю, и знаю их отношение к этому. Да, они, конечно, очень благодарны Соединенных Штатов Америки и Европы. В то же время они полагают, что это все недостаточно, потому что убивает там людей, и это связано, конечно, сами они говорят, в принципе, это понятно, что они там сейчас заняты внутренними вопросами, что им не до нас, что бы там ни случилось, сейчас они борются за власть, там может измениться мировой порядок из-за этого. Они сами это говорят. Поэтому здесь, я думаю, нельзя вот решения, которые вот эти принимают, те пресс-службы или какие-нибудь там газеты, что это относить ко всему украинскому народу нельзя. Я так считаю. Мгм. Благодарю. Мгм. Так, вопрос, я переведу его. Ассаламу алейкум, Аят. Если будет межконтинентальные удары, обмены ударами, имеется в виду, вероятно, ядерными ударами, что будет с нами, С проживающим? нами? Да. Ну, с нами будет то, что и с остальными, если они будут ударять. Если они по нам ударят, то у нас может получиться, и на нас били, помните, когда они били по центральному рынку, по роддому, по школам, Автовокзала, по автовокзалам, и люди мечеть. все гибли, как мухи лежали, и по них ходили, все горели. Вот что будет. Это очень опасное такое, межконтинентальный вот такой удар. Маловероятно, что он будет, потому что русские, особенно Путин и их команда, причем при том они не сумасшедшие, они боятся. Если они ударят, они понимают, что они получат ответ, и такой получат ответ, что потом им не оправиться. Это мы знаем с вами, это мы понимаем. Поэтому мы будем исходить из этого. А что будет, а если было бы, не бы, это как-то сослагательное наклонением, об этом мы не провидцы, мы не знаем этого. Надеюсь, что этого не будет. Мгм. Сейчас ситуация накручивается, именно религиозном,
национальном контексте в России. Дело в том, что нам постоянно рассказывают, что мы с дагестанцами должны враждовать. Теперь сейчас произошли там какие-то передел, рейдерский захват, либо какой-то там передел бизнеса произошел, по всей видимости, там и политика, и большие деньги, и все вместе. И тоже погибли двое ребят ингушей, потом раненые есть с обеих сторон. Вот и, короче, вот такая вот ситуация. В этом смысле, что вы думаете, вот нагнетание этой обстановки происходит, то, что умышленно, искусственно мы это видим, к чему это может привести, и что вы думаете, как нам вести себя и с нашими братьями-ингушами, и с нашими братьями-дагестанцами? Но скажем так, что наши братья-ингуши и наши братья-дагестанцы находятся под пятой Кремля. Да. И все эти вот эти дела раскручивает именно Кремль. Они должны это понимать, и поэтому должны стараться, если это касается всего чеченского народа. А если это касается разных там, значит, прислуги, разной прислуги, которые служат Кремлю, и они между собой вот это устраивают, а потом это хотят перенести на весь чеченский народ, это не должно пройти, и это мы должны понимать, что это дела имперские. И здесь не может быть никак. Без Мгм. поддержки Кремля это все не происходило и не произойдет. Вот что я считаю. Вот это. Мгм. Баркал. Баркал. И вот согласны ли вы с утверждением, что, я думаю, Ичкерия не помогли в полном объеме, потому что Аслан Масхадов сам отказался от этого и много высказывался не очень лестно про США, говорит Эдмамедов. Вы с этим согласны, Эд? Да, я согласен с этим, но это была просто ошибка того, что прежде до этого Америка вот делала то, что мы говорили. Говорила, что давайте уничтожить их малой кровью. И тогда была вот у него позиция была, что исламский, арабский мир нам поможет, но это была ошибка, это я говорю про это. Это ошибка была, из-за этого строго судить сегодня, наверное, не стоит. Мы должны понимать, что и в любой стране, если в любом народе бывают такие ошибки. Мы только вот вновь, как говорится, народившееся государство, которое после столетней, так сказать, 18 года у нас была Горская республика, а после этого ее раздробили, и мы вот восстановили в Чеченской республике, восстановили часть нашего государства, потому что они отменили создание Советского Союза, акт создания Советского Союза, они отменили сами, вот, Верховный Совет РСФСР, как незаконно создано. Значит, мы являемся государством даже по этому признаку. Поэтому здесь вот такие вещи. И если бы там, да, это было, но это не значит, что мы сегодня, понимая все это, не должны стать на ровный и правильный путь и пытаться решать вопросы нашего народа и нашей республики таким образом, чтобы в будущем мы могли нормально, свободно, мирно жить в этом пространстве, скажем, на территории Кавказа. Мы там, у нас было запланировано, есть создание Кавказского дома, это конфедерация такая, которая так называлась. И здесь вот недавно и господин, э, что вопрос хотел задать, да, Аслан, да? Нет, Нет? нет, я просто подписался. Это было, да. И нам вот это, против всего этого выступает именно империя. Империя. Мы говорили об этом тогда, обсуждали. Я на этих конференциях присутствовал, знаю, что Кавказ должен объединиться и со всеми теми территориями, которые это пожелают, со всеми народами. Вот как говорил наш президент первый, и каждый народ имеет право ему дать самоопределиться в этой территории. Каждый народ, допустим. Вот Кавказский дом, это конфедерация, и каждый народ, который будет на этой территории Кавказской конфедерации, имеет право на самоопределение.
но будут в конфедерации. Понимаете? Это вот тот ход, который необходим вообще был, скажем, в Советском Союзе, когда вот Горбачев делал, но это не до конца не доделал, ему вряд ли это удалось бы и сделать. Но если бы они это сделали, то было бы примерно то, что есть сегодня вот Соединенные Штаты Америки. Примерно такое, если бы они довели бы это дело. Я так считаю. Мгм. Баркалает. Так, God bless America, God bless Ичкерия, Сан-Франциско приветствую, приветствую. Аят, как вы думаете, почему Ингушетия захотела остаться в составе, присоединиться, отделиться от Чечено-Ингушской республики и присоединиться к Российской Федерации? Я думаю, что дело в том, что годами, десятилетиями Россия всегда, значит, ставила задачу разделения чеченского народа. Мгм. Значит, ингуши, потом это базбийцы, потом, что вот эти в Дагестане, которые живут, чеченцы, потом вот Акит. эти чистинцы, там другие. Они хотят нас все дробить, и сегодня даже в самой Чечении они хотят дробить нас по принципу, какому-то принципу, который они сами придумали, по тукмам, по тыпам. А это то, что было у нас где-то в прошлом, 200-300 лет назад, когда не было государства, скажем, или раньше, они жили своим, как говорится, как и во все времена, в других странах и в других территориях тоже так люди жили. Это все ушло в прошлое. Просто дело в том, что мы помним своих предков, мы знаем, наши люди знают 15-е, 20-е, 25-е поколение знает свое, кто они были, чем они занимались. А вот в России вот эти вот люди, которые, и они же не знают этого, ну, правда, некоторые их вот эти так называемые князья или бароны, как им, они там вели свой, а мы все были баронами, мы были все князьями, и мы знаем до самого, как говорится, 15-20 поколения. И это они это пришивают к нам, что это, мол, не народ, а это племена времен трамболизма, вот так вот они говорят. На самом деле это не так, и никаких вот разговоров такие мы воспринимать не можем, в принципе. Вот и всё. Мгм. Я кашель начал делать снова. Мгм. А, я завершил вопрос-ответ. Да, в Достаточно? принципе, да, в принципе, достаточно. Мгм. Так, далее. А, так. Аят, как мы будем получать гражданство по праву рождения, по национальности? Это вопрос. Мабау, Мегардон, пишите комментарии. Да, это вопрос. Да-да. Технический такой вопрос по поводу гражданства. Но как? Вот у нас есть закон, который был принят в 91 году. Даже он был принят еще раньше на основе этот закон, в котором сказано, в 91-м, сейчас точно дату не помню, в котором сказано, что каждый чеченец, каждый человек, родившийся от родителей, которые являются чеченцами в любом уголке земного шара, Мгм. от двух родителей или одного, имеет право предоставить доказательства и стать гражданином нашего государства. Так и написано. То есть они должны предоставить свои доказательства, что они являются таковыми, там, родители, что доказательства. Но там, видимо, какая-то специальная форма будет, которая это говорит так, и они получают гражданство. Вот. Вот так и есть. Мгм. Благодарю. Так, maybe это не к нам вопрос, тем более не публичный вопрос.
Если человек хочет вступить в ряды ВСУ, я тебе только могу сказать от себя, будь осторожен как у них там, СБУ у них, да, это называется, КГБ УССР, будь с ними осторожны, потому что они себя зарекомендовали как враги чеченского народа и государства, большая часть из них. Так, Мусан, пока у нас на русском языке, давай в следующий раз, когда будет стрим, тогда. Аслан, я хотел бы сказать тебе, это твое мнение, что они зарекомендовали. Надо сказать, что если зарекомендовали, какая-то часть людей, может быть, служащих это. А в целом эта организация ВСУ или кто-то, они не могут, СБУ. СБУ не могут быть зарегистрированы как в нашей враги. Потому что сама страна и, значит, сам, скажем, парламент, Рада приняла решение о признании нашего государства. Поэтому вот этот момент учитывай, когда ты это говоришь, пожалуйста. Иначе получится, что мы говорим, что обо всех. Нет, нет, часть каких-то людей, которые, может быть, не нравятся тебе, мне или другие, они говорят, переносить на всех, я думаю, будет несколько излишне. Так что я так думаю, Аслан. Мегер, спасибо, Аят, за уточнение, за поправку. Да, Я с вами согласен. И я имел в виду и только лишь свое мнение. Я независимый человек. да. Я только лишь понимаю. я предоставляю только площадку информационную для нашего Да. президиума, для Аяда. Я независимый человек и являюсь независимым правозащитником. Так, Ну, как здесь вот правозащитник ты можешь критиковать кого хочешь, но все равно так, чтобы на всех не распространялось. Хоть ну, один я там. всегда подчеркиваю, что они Да, не все, но да. уже у меня уже с ними такие Как это долгие знать? Один там, отношения. говорит, сидел и плакал, говорят. Что ты плачешь? Да вот меня в ад направили. Да, ну кидай свой этот кусок суда, а сам иди в рай, на тебе. Мы идем в рай все, так и здесь. За всех не будем, хоть один человек, ну, может, там у них есть. А там, наверное, есть и больше. Есть, Там вообще конечно. идет разное. Это идут вот эти, как и у нас, посмотри, у нас вот эти вот тоже, мы же сами, видишь, какие у нас ситуации, так? Поэтому украинский народ для нас дружественный народ, братский народ, потому что он решает те вопросы, которые практически сегодня никто не решает для нас в данную ситуацию вот по признанию нашего государства. И тем людям, которые хотят нас, вот это нашу дружбу, нашу вот эту ситуацию разорвать, им на пользу им ничего нельзя говорить нам. Потому что это будет неправильно, мне кажется. Мгм. Аслан. Да, Да. согласен, Аят. Хорошо. Так, здесь вопрос от Ольги. Аят, я украинка, говорит Ольга. Родилась, выросла в Грозном. Значит, мне гражданство не дадут? Почему? Если родилась и выросла в Грозном, да это почему не дадут? Если вы желаете быть гражданином нашей республики, пожалуйста, это не По- отрицается. Пожалуйста. Да. Это не Каждый отрицается. чеченец... Да. Аят, я уточняю. Я говорю о чеченцах, которые родились в других странах, понимаете, в Мгм. любом. Ну, А те, кто украинец. желает быть нашими гражданами и жили там, и выросли, По праву здесь не может рождения быть. имеют право Да, другие конечно, люди? конечно, имеет, да. Да. Вне зависимости от У нас национальности. позиция такая, Русские. да. У нас такая позиция, что независимо от любой национальности, кто наши, ну, конечно, те, которые против нас там выступали, и это все понятно, чтобы они, вот, многих мы знаем, которые были агентами российской армии, там, это, не только русские, но и другое. Ну, а так, если родились, и там, конечно, вы можете быть гражданкой нашей страны, да. Так, да, Баркал.
Я участник Первой русско-чеченской войны, и мне не положено гражданство, возмущается Ольга. Но, Ольга, вот с этого с козырей надо было заходить. И родились вы, и участник вы. Конечно, вы гражданка, ничего ж себе. Что вы такое говорите? Да-да. Так. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, maybe ты уже то начал говорить про то, что ты поедешь воевать. Если ты хотел бы воевать, ты бы здесь не писал бы, а поехал бы. Теперь начал говорить про ислам, что если ты не мусульманин, то гражданин Ичкерии не полагается гражданство Ичкерии у моей вот этого, кто собирался ехать. Он Ну, это так. ошибается, у нас ошибается, потому что в нашей Конституции написано, что все конфессии, то есть все религии имеют право на отправление своих религиозных обрядов, и все равны в своем, как говорится, существовании. Конечно. У нас в Конституции прямо написано. Так что это мнение этого maybe это значит maybe Да, это это его личное мнение. по-английски это может быть. Значит, может быть, он говорит. Мгм. Так, в принципе, вот еще один вопрос, и мне можно, я думаю, за сегодня заканчивать наш сегодняшний Ага. стрим, потому что у меня сейчас может вырубиться телефон. Смотрел Давай. сегодня, как встречали погибших охранников ингушей из Валберис. Их тепло встречало много людей как героев. Как, по-вашему, может ли эти события стать триггером к восстанию против России? И я чуть-чуть дополню уже от себя. Или же для стравливания чеченцев и ингушей на Кавказе? Ну, это в первую очередь, я уже сказал, что это такое. Это работа Кремля, их Мгм. агентуры. Если бы они это знали, наверное, все дело подготавливали, и это дело, это и Кремль стравливает их. Они хотят это перенести на внутренний конфликт, скажем, в районе Чеченской республики, Чечерия оккупирована, и Ингушетии. Мгм. Ингуши и чеченцы, которые там есть, сегодня должны понимать, что это не может быть основанием для каких-то разборок, потому что все, что им принадлежит, все сегодня является собственностью Кремля. Поймите это. Вы не обладаете этим. Вы говорите, это наше, наше. Нет, оно не ваше. Оно захвачено, отнято у вас. Оно записано, что это есть территория Российской Федерации России, а всем этим заправляет Кремль и их там другие органы власти. Поэтому вы ошибаетесь, когда думаете, что вы там о чем-то спорите, и что это вас. В любой момент это все у вас, просто вас возьмут оттуда, отнимут и выкинут куда угодно. Ведь власть там такая же. Мгм. Так, еще тогда вопрос. Здесь вопросы сегодня очень активны. И если у меня вырубится телефон, так что все на вашей вине будет, те, кто Хорошо. пишет вопросы. Аят, средства массовой информации – это голос народа. И почему руководство Украины их не остановит или просто проведет люстрацию и через полиграф? Я думаю, в самом руководстве Украины много агентов фашистской Российской Федерации. Как вы думаете, почему Украина не прекращает, не проводит иллюстрацию и не проводит своих журналистов или этих деятелей через полиграф? Но это вопрос уже не ко мне, а украинской власти. Им виднее, что они там делают. И если там есть вот таковые, по-моему, там эта проблема должна решаться ими в первую очередь. Они иногда там некоторые их людей, там эти корреспонденты захлестывают для того, что они начинают там чуть ли не на весь и наш народ иногда некоторые там выкидывают номера, арестовав, скажем, кадыровцев или каких-нибудь других вот людей по чеченской национальности, начинает это все как бы переносить на весь наш народ. А это и есть провокация, поэтому мы на это не должны поддаваться, мы не должны этому следовать.
И почему они не делают этого? Это вопрос Украине и украинской власти. Мы же не можем сказать почему. И таковым ли они являются, тоже неизвестно. Какая там политика. Это когда там все выправится и пойдет, даже, смотрите, в самой Америке, на Западе, скажем, даже в любой стране, вот так, даже демократической, эти процессы иногда наблюдаются, когда мы себя не можем правильно вести. Вот я говорил раньше. А теперь они наблюдаются и, скажем, воюющей, защищающей Украине. И им, видимо, не всегда, это даже, знаете, человеческий язык, он там выкручивается, как угодно, значит, оправдывается, и порой Мгм. бывает не до этого. Но я не исключаю, что там есть, там не может быть без российской агентуры, потому что эта агентура есть во всех странах Запада, во всех странах бывшего Союза, и это я не исключаю тоже. Мгм. Вот так. Еще тогда вопрос от Мабав Кел. Империя рушится, это очевидно. Что для вас лучше, воссоздание республики или общекавказская напряженность? У тебя написано здесь, Мабав. Напряженность. Вот такой вопрос. Понимаете? Слышите? Да, я понял. Для нас не лучше, мы не можем лучше или хуже говорить. Для нас важно восстановить то, что мы создали по современному международному праву. Восстановить, значит, освободить Направленность. нашу территорию и Мгм. восстановить нашу государственность. После этого мы будем говорить с другими республиками, другими странами, что мы будем делать. Только после этого. Но обязательно надо восстановить. Если мы это не восстановим и будем прыгать через голову, то это, значит, является преступлением. Это Мгм. является захват государственной власти. Это является с точки зрения и международного права, что мы ничего не хотели. Этим как раз занимаются вот эти наши разные самозванцы, разные, значит, другие деятели, которые то или иное предлагают. А это очень большое заблуждение, это делать нельзя. Вот Мгм. и все. Баркалает. Шарани Азизу спрашивает, ассаламу алейкум, добрый вечер. Например, аят «Конституция была принята в 92 году, сейчас 24 год. Имеют ли силу эти законы?» Ну вот ты родился когда? Лет там 40 назад, имеет силу право на жизнь твою до сих пор. А это решение принято нашим народом. Оно имеет до той поры, потому что это во всех странах. Это нашу конституцию никто не отменял. Ее отменить может только сам народ. Конечно, имеет. Я его знаю, этого Шарани, поэтому я так отвечаю. Мгм. Что это имеет право или не имеет права? Он желает сказать, что это нельзя делать, что это незаконно, что какие-то другие. Ничего не может быть. Вот смотри, в других странах, которые были, скажем, балтийские, другие страны, там они по 50 и больше лет, как говорится, были под оккупацией, а потом после освобождения они на основе той же конституции воссоздали свое государство и передали правопреемность. То есть вот этот выпущенный кусок времени был снова, вот эта цепочка была соединена. То есть вот что это означает. Потому что в новых условиях могут по-новому вот в этой ситуации, которая складывается, скажем, эти какое-то время, да, находились под империей. И теперь под империей давайте вы принимайте это так. Там могут уже другие люди, которые находятся агентурой всей этой но власти, которые они находились под крылом или под давлением этой новой оккупированной власти. Чтобы этого не было, при освобождении должен восстановить ту именно конституцию, которая была прежде, и на этой основе только действовать. Это и называется восстановление, это соединение правопреемственности, передача правопреемственности. Вот и все. Мгм. Так, еще вопрос, Аят. У меня уже сейчас буквально вырубится. Что-то не в порядке. Ассаламу алейкум. Как вы думаете, после освобождения ЧРИ что будет
с теми, кто работал в органах власти на Российскую империю? С ними Да. это будет решать суд, это будут решать законы нашей страны, в соответствии к ним решение, что с ними может быть. Они будут решать. Все, спасибо, спасибо. Мгм. У меня телефон нагрелся, я думаю, сейчас он у меня выкрутится. Ну Давайте давай, почти 2 часа мы в эфире, хоть давай. и так хорошо все шло, столько сегодня вопросов, и очень хорошо, активно начали все включаться. Всем спасибо. Аят, спасибо вам, спасибо тебе большое за такие Адик, интересные вопросы. спасибо Адик, тем, кто принял участие. Спасибо. всего хорошего, до свидания. Адик, маш,